будешь длинным, там будет море теплее, чем тут. И там, кому бы ты больно не сделал, выстрелом в спину тебя не убьют. По сюжету человек по прозвищу Длинный должен был выступить на совете своего племени, но получил 2 стрелы в спину, которые оказались смертельными. Теперь главе рода предстоит найти виновного. Мысль о том, что в убийстве замешаны соплеменники, возникает сразу, ведь орудие убийства уникальное – стрелы с перьями, которые были только у ушастого. Потенциально убийца – мечтатель и художник, странный человек по меркам того времени. Но не все так просто в этой истории. Это колчан. То есть как нет? Ну, я его потерял. Потерял колчан? Когда? Во время боя со скорпионами. На совете все решают осудить ушастого, подозреваемый в клетке. Казалось бы, дело закрыто, но его подставили. А кто и зачем? Шерлок Холмс каменного века решает сам докопаться до истины. Выясняется, что убийство задумал человек боя, который мечтает занять место главы. А Длинный мог помешать коварному плану, за что и пострадал. Убить Длинного. Да, он мне дал чисто стрелу, чуть не сказала. Я... Советовал. Зачем? Этот старый дурак стал на нашем пути. Пришлось его прикончить. С одной стороны, люди-варвары, еще не вкусившие плодов цивилизации, и дикая природа. С другой – борьба за власть и наивность мечтателя, который верит в людскую справедливость. А еще жестокость воинов, готовых подавить и раздавить любое проявление независимости. На протяжении многих веков эти чувства свойственны человеку. Но меняется ли отношение к законам нравственности? Для Ибрагима Дзейтова 2 стрелы каждый раз открываются с новой стороны. На спектакле он уже в 3-й раз. Нигде вот так вот не встретишь, чтобы актеры прям вот так вот вживались в роль, прям прожевывали ее и показывали зрителю очень так, чтобы зритель, который приходит первый раз, он мог понять, в чем происходит вообще суть. Каждый сидящий в зале согласен с тем, что постановка заставляет поразмышлять, далеко ли современный человек ушел от каменного века в своей жестокости и подлости, много ли изменилось в методах борьбы за власть. 2 стрелы – детектив каменного века, который по сюжету может сравниться с произведениями классика детективного жанра Агаты Кристи. Здесь, как и в «10 негритятах» или «Восточном экспрессе», есть убитая и группа людей, ограниченная пространством и временем, которым была выгодна эта смерть. Спектакль, поставленный по пьесе Александра Володина, на ингушской сцене уже порядка 8 лет в постановке Ахмеда Льянова, который по совместительству играет еще и одну из ролей в ней. С этим спектаклем хотели как-то показать, что на 2 стрелах ничего не заканчивается. Это цепная реакция, в которой тот, кто сеет зло, он обратно в любом случае его получит. Не сегодня, так завтра. Переживание враждебности окружающего пространства ощущается всей кожей не только актерами, но и зрителями в зале. Для современного человека 2 стрелы – настоящее потрясение, а, возможно, и страшное напоминание того, что добро в жизни не всегда побеждает, как в сказках. Тамара Хшигульгова, Тамерлан Ужахов, Новости 24.